Спасибо большое. Извините, я буду на французском языке говорить, и Артем будет переводить. Cher Georges, je n'ai pas préparé de discours. Дорогой Жорж, но я не готовил заранее речь, Donc je vais parler avec le cœur. поэтому я буду говорить от своего сердца. Alors, que dire de Georges Cutlin Ну, что же можно сказать о Жорже Кутлене devant ses amis перед его друзьями et devant le proto-recteur de l'Université nationale du Kyrgyzstan и перед проректором Кыргызского национального университета et devant ce concentré d'intelligence universitaire kirghize? и особенно перед такой концентрированной публикой, состоящей из высокоинтеллектуальных представителей университетов Кыргызстана. Eh bien, je crois qu'il faut d'abord et avant tout saluer un Français tombé amoureux du Kyrgyzstan. Я считаю, что прежде всего нужно поприветствовать французского гражданина, который влюбился в Кыргызскую республику. Ami du Kyrgyzstan, un Français qui a choisi à sa retraite de vivre au Kyrgyzstan. Французу, который стал другом Кыргызской республики и который проводит, все-таки решил провести свой пенсионный возраст именно здесь, в Кыргызской республике. Qui a trouvé une femme au Kyrgyzstan. Он же нашел свою женщину здесь, в Кыргызстане. Comme disent les russophones, c'est la femme. Как говорят на русском языке, цитируя французскую цитату, «Cherchez la femme», ищите женщину. Mais je crois vraiment que c'est le mot amitié qui caractérise avant tout le lien que tous ceux présents dans cette salle partagent aujourd'hui. Но я считаю, что есть ключевое слово, которое действительно всех объединяет нас сегодня здесь собравшихся, это дружба. Alors Georges, il mérite notre amitié. Таким образом, Жорж, конечно же, достоин этой нашей дружбы. Vous avez vu sa carrière militaire? Вы увидели, поняли, узнали о его военной карьере. Extrêmement prestigieuse. Действительно, чрезвычайно престижной. Il porte effectivement les plus hauts ordres de la République, l'ordre national du mérite, l'ordre de la Légion d'honneur. Мы видим на фотографии, на его груди есть практически все самые значимые награды, ордена, и в том числе, конечно же, орден почетного легиона. Et Georges, au lieu de profiter d'une retraite bien méritée, à l'issue de sa carrière militaire, a choisi de continuer de travailler bénévolement. И Жорж, вместо того, чтобы, в общем-то, после всего, что у него было в жизни, наслаждаться, в общем-то, будучи в пенсионном возрасте своей после этой карьеры, он выбрал действительно продолжать путь работы в Кыргызстане. Lui, en tant que militaire, il avait formé des jeunes Français, il avait formé et encadré des jeunes Français qui servaient la patrie, la France. За свою карьеру Жоржу удалось взрастить не одно поколение, будучи военным, конечно же, которые стали, в свою очередь, настоящими патриотами своей родины. Et au Kyrgyzstan, il a souhaité transmettre du savoir à la jeunesse kirghize à travers l'enseignement académique. И здесь, в Кыргызстане, ему удалось передать то, что у него было, свой багаж, то есть именно академические знания, университетские нашей молодежи здесь, в Кыргызстане. Il a senti qu'il fallait apporter, il fallait transmettre à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est la relève. Он почувствовал тот главный момент, когда нужно действительно уметь передать молодежи самое главное будущему поколению. Et Georges, il a porté cette expérience fantastique de militaire français, de militaire occidental, avec le point de vue un peu otanien de l'OTAN qu'il pouvait apporter au Kyrgyzstan. И здесь есть один очень, скажем так, особенный момент. Жоржу, будучи военным, ему удалось, кроме академических знаний и умений университетских, будучи военным, он смог передать также то свое образование, тот уровень, который мог получить только военный, имея карьеру НАТО, то есть, скажем так, как западный военный, как западный офицер нашему поколению будущему. Et ça a permis au Kyrgyzstan, qui est quand même traditionnellement sous influence intellectuelle russe, pour ne pas dire soviétique, d'avoir du débat d'idées. Et c'est ça qui est important dans la démocratie, c'est le débat d'idées. Стоит отметить еще один факт. Ему удалось действительно, скажем так, зародить умение у молодежи, нынешнего поколения, умение дискутировать,
скажем так, уровень критического мышления, чтобы он также был развит, потому что все-таки, как известно, в Кыргызстане, в постсоветской стране, все-таки здесь действительно имеет место быть, скажем, такой стереотип, как воспитание, скажем так, русское, ну, если мы не говорим русское, то говорим, естественно, советское, постсоветское. Et alors, je suis très très heureux que la QNU ait accueilli cet ancien officier de l'OTAN, parce que la QNU, c'est un laboratoire d'idées, c'est une vraie université qui accepte le débat d'idées, qui ne veut pas un moule intellectuel unique, et qui accepte qu'on apporte des théories, des thèses différentes, des visions du monde différentes, et qu'on confronte les idées et les visions du monde. И здесь я должен с гордостью сказать, что у КНУ удалось сделать очень важный момент, привлечь такого важного преподавателя, профессора, который поделился своими умениями рассуждать с позиций разных точек зрения. То есть не быть таким вот, скажем так, упрямым, смотреть только в одном направлении, но стараться расширить свой кругозор и уметь принимать другие точки зрения. Bravo à la KNU. Поэтому поздравляю КНУ. Et merci à la KNU parce que, en honorant le général Georges Cuclin, elle honore l'ensemble de la France que je représente. Почему? Потому что, конечно же, Кыргызстан, прежде всего Кыргызский национальный университет, сегодня удостаивает такой честью Жоржа Кюклена. Он в его лице удостаивает, в общем-то, весь французский народ, Францию. Et donc, merci au nom de la France pour cette cérémonie, monsieur le vice-recteur. И, конечно же, от имени Франции, конечно же, уважаемый господин проректор, большое спасибо и вам, как представителю КНУ, за эту организацию. Et puis, je voudrais ajouter quelques mots sur un plan un peu plus personnel. Здесь, если позволите, я добавлю кое-что личное. Georges est né à Grenoble. Жорж родился в городе Гренобль. Qui est la capitale, le chef-lieu, on dit en France, du département de l'Isère. А Гренобль является, скажем так, по-русски говорят, административным центром департамента Лизер. Historiquement, la région s'appelle plutôt le Dauphiné. Исторически он носит название Дофине. Le Dauphiné, c'était le territoire que le roi de France donnait à son fils qui allait un jour lui succéder comme roi. Et c'est pour ça qu'on appelait le fils du roi, héritier du trône, le dauphin, parce qu'il gouvernait le Dauphiné. И здесь краткая такая, значит, историческая справка, почему Дофине, потому что все-таки это как раз та территория, которую король в свое время передал по наследству своему сыну. Во французском языке обычно как раз наследник, который получает таким образом территорию, он зовется Дофин, то есть исторически название этой территории носит Дофине. Donc, une vieille terre royale. То есть, таким образом, старая королевская территория. Une terre très importante pour le royaume de France et donc pour la France millénaire. Территория крайне значимая, значительная, важная исторически, как в целом, как для государства, так и прежде всего для тысячелетней истории этого государства. Et figurez-vous que ma famille, la famille Delahousse, nous avons un lien avec Grenoble. И представьте себе, что моя фамилия, фамилия Делаус, имеет тесные связи с этим местом, Греноблем, с городом Гренобль. Nous sommes des gens du nord de la France devenus parisiens pendant la Première Guerre mondiale. Значит, предки во время Первой мировой войны прибыли, значит, на территорию Парижа с севера Франции. Mais nous avons une maison de famille près de Grenoble depuis les années 1880, depuis 140 ans. Но на самом деле родовой дом наш располагался именно в Гренобле. То есть это было примерно в 1880 году, то есть больше 100 лет. 140. Уже 140 лет. Et un de mes oncles, à cause de cette maison de famille, on connaissait Grenoble, il y a fait souche, il s'est établi comme médecin à Grenoble, et il y a des Delahousse, il y a une branche Delahousse aujourd'hui à Grenoble. J'ai plusieurs cousins et leurs enfants et leurs petits-enfants qui vivent à Grenoble. Donc Grenoble est devenue aussi une ville de Delahousse. И благодаря одному из моих дядей, который, в общем-то, обосновался в городе Гренобль, стал врачом, с тех пор там живет, можно сказать, целая династия, там дети его, и внуки, и правнуки. Таким образом, я могу сказать с уверенностью, что Гренобль — это, в общем-то, такое родовое место фамилии, семейства Делаус. Mais je parle surtout de Grenoble, parce que Grenoble a joué un rôle dans le rapprochement franco-kirghize après votre indépendance. Но, кроме этого, хотелось бы сказать еще то, что о том факте, что после принятия независимости
Гренобль стал также таким, скажем так, обособленным местом в плане сотрудничества в области университетского образования. Aujourd'hui, c'est vrai que la QNU travaille surtout avec l'université de Poitiers. Сегодня, как известно, КНУ работает с одним из университетов Франции, города Пуатье. Mais à l'origine, c'est Grenoble qui a accueilli des jeunes Kirghizes pour les former dans l'université française, à Grenoble. Но до этого, прежде, город Гренобль принял у себя молодых кыргызских студентов для того, чтобы они могли обучаться там, на территории Франции. Et je voudrais saluer la présence parmi nous l'un des plus brillants étudiants, anciens étudiants kirghizes de Grenoble, Chilgiz Shamshiel. И позвольте мне здесь представить, среди нас сегодня есть один из самых блестящих студентов, первых студентов, который прошел обучение в городе Гренобль, это Чингиз Шамшиев. Qui est même maître de conférence d'économie à l'université de Grenoble, à l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Кыргызский студент, ставший сегодня, скажем так, лектором университета в городе Гренобль. Donc on se dit quand même Grenoble, le Kyrgyzstan, la France, il y avait quelque chose de spécial qui se concentrait. C'est peut-être pas un hasard que Grenoble ait produit le général Georges Putlin. Таким образом, мы видим такую вот связь, схему Гренобль, Кыргызстан, Франция. Я считаю, что совсем неспроста сегодня мы приветствуем человека, который является таким продуктом города Гренобль, Франции. Je sais qu'à travers Georges, qui va continuer sa retraite principalement à Grenoble, eh bien, un cœur kirghize continuera de battre à Grenoble au cours des années à venir et nous l'espérons le plus longtemps possible. Таким образом, я все-таки могу в завершении своей речи убежденно сказать, что вот по завершении своей карьеры, пенсионного возраста, находясь в городе Гренобль, Жорж Путлин также продолжит, несомненно, скажем так, бороться за то, чтобы действительно наше сотрудничество продолжалось в той линии, которую начал господин Жорж Путлин. И, конечно же, да, то есть получается, что таким образом, можно сказать, кыргызское сердце будет продолжать стучать в городе Гренобль.